Я продолжаю писать карту дня на 12 июня. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. Это у нас Овны, Скорпионы, Стрельцы, Козероги, Водолеи и Рыбки. Если вашего знака нет среди названных, значит вам нужна первая часть. Ссылочку на первую часть я оставила внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, и вы попадете в первую часть. Также под каждым видео есть тайм-коды. Можете сразу найти свой знак. Можете также еще по значку найти, если знаете значок. Я смотрю дальше. Весы, 12 июня, понедельник. Что ждет весов в этот день? Покажите. Неприятность. Первое событие — расческа. Цыплята, дети, семья. Ключик. Ну, ключик — это всегда умение найти выход, решение какое-то, да, то есть, например, это неприятности. Ключик еще показывает, что все в ваших руках. Тайное свидание, встреча. Так, здесь нет, здесь смотрим. Нет, нет. Горизонтали, вертикали я не вижу. Получается 4 события. Первое — это неприятность. Второе — общение с семьей, с детьми. Ключик, выход, решение и тайная встреча может быть в этот день. Вот такие события для вас, весы. Благодарю за внимание. Перехожу к скорпионам. Скорпионы, 12 июня, понедельник, события дня. Корона у вас выпадает. Это общение с каким-то важным, влиятельным человеком, да, то есть такой король. Казенный дом. Возможно, вот в казенном доме будет сидеть кто-то в короне. Это госучреждение. Цены себе не сложит этот король, наверное. Якорь. Якорь – это возможность что-то закончить, доделать, поставить точку. Либо еще якорь – это вы надолго, скорее всего, да, скажем так, остановитесь в этом казенном доме. Проведете много времени там. Ну, ножницы, слава богу, показывают, что вопросы решатся. Да, то есть все, что вы хотели для себя получить, вы, скорее всего, получите. Ножницы отрежете, решите вопрос. Ну, может быть, по якорю, конечно, это займет больше времени, чем вы там себе задумали. Луна. Луна еще показывает событие, которое повторяется каждый месяц или имеет какой-то цикл. То есть, возможно, вы постоянно, да, делаете эти действия по Луне.
Ну и новость еще есть. Новость больше в электронном виде. То есть это когда приходит смс, письмо на почту. Победа. Угу. Возможно, смотрите, вот этот король будет присуждать вам победу. Да, то есть в какой-то ситуации, либо победить, если вы с ним, допустим, как-то вот соревнуетесь, соперничаете. Победа будет за вами. Вы его обыграете. Так, значит, смотрим. Получается, в этот день посещение госучреждения, общение с каким-то влиятельным человеком, победа, решение вопроса, якорь. Ну, якорь, наверное, скорее всего, точка в вашем, да, случае. То есть это когда мы поставили жирную точку и забыли за это. Новость и какие-то цикличные события тоже еще вот, которые постоянно повторяются, тоже могут быть 12 июня. Ну, вот такой день. День решения вопросов, да, его можно так назвать. День Победы еще тоже вот можно. Благодарю за внимание и перехожу я к стрельцам. Сейчас будем смотреть, что у стрельцов. Понедельник. Стрельцы. 12 июня. Так, разбежались. Угу. 12 июня, понедельник, события для стрельцов. Надежда. Подсвечник. На что-то будете надеяться в понедельник. Деловая встреча. Ну, наверное, на результаты на этой встрече. Застолье. Деньги. Приятная встреча, свидание. Может быть, где-то в кафе, в ресторане. Книгу нельзя. Победа. Угу. И здесь нет. Получается, в этот день надежда, встреча, застолье, свидание, события, связанные с деньгами и победа. Ну, вот такой у вас будет шикарный день, понедельник, стрельцы. Благодарю за внимание. Перехожу я дальше к козерожкам. Июня, козероги. Понедельник. События дня. Похоже на дорогу. Перекручивались карты. Так, пустой звон, пустые разговоры в этот день. Замочек. Может открыться какая-то информация. Вот может быть в этих пустых разговорах кто-то что-то проболтает. Любовь.
печаль. Печаль и хорошие новости. Шарики. Змея нельзя. Обман, видите, маска. Да, то есть срываются маски, вы узнаете правду, и, видимо, какая-то правда не очень приятная. Да, то есть вы узнаете, что вас обманывали. Ключик. Важный день, да, то есть какой-то ключевой день. Еще день принятия решений. Успех. Ну, это больше такой, знаете, вот социальный, связанный с работой, с делами. Успех. Прибыль нельзя. И здесь нет. Значит, получается, пустые разговоры. Откроется какая-то информация тайна. Вы узнаете, что вас кто-то обманывал. Будете расстроены. Также, смотрите, из плюсов у вас будет все хорошо в личной жизни, будут успехи в работе, в делах, будут хорошие новости и будут какие-то важные решения в этот день. То есть, в принципе, день хороший, но есть будет минус, да, вот такой, как вы узнаете какую-то правду неприятную. То есть, такой минус тоже будет. Благодарю за внимание, Козероги. Перехожу к Водолеям. Так, Водолеи. июня. События дня для Водолеев. Замок. Открывается какая-то тайна. Часы нельзя. Домик. События в доме, может быть. Расставание, разлука временная. Хорошие новости, шарики. Так, здесь нет. Получается 4 события. Откроется тайна, секрет. Будет мероприятие, событие, временное расставание, либо наоборот встреча после. Если вы с кем-то были в разлуке, то это может быть и встреча. Да, то есть кого-то встречаете с чемоданами. И хорошие новости. Ну, вот такая информация для вас выпала. Благодарю за внимание, Водолей. Перехожу я к рыбкам. Смотрим, рыбки, что у вас. 12 июня, понедельник. Какие события будут у рыбок? Время, сразу же первое событие выпадает.
будильник показывает, что вам надо следить, правильно распределять время в этот день, потому что вы можете куда-то опаздывать. Прям с утра. Гости, видите, показывает. Какая-то тайная встреча может быть, гости. Может быть, будильник просто показывает, что это будет на определенное время. Нерешенный вопрос может быть в этот день, и он вряд ли решится, потому что, может быть, даже ножницы мы потом соединим, если сейчас здесь ничего не выпадет. Так, колокольчик нельзя, разлука. Ссора. Цыплята, дети, семья. Солнышко, радость. Ножницы. Вот смотрите, ножницы говорят о том, что вот этот вопрос, да, который должен был не решиться в этот день, он точно решится, ножницы выпали. Возможно, вы много раз пробовали решать и не получалось. Так вот, в понедельник должно получиться. Ножницы об этом говорят. Весы нельзя. Значит, получается, в этот день у вас нужно обязательно следить за временем, потому что может быть проблема с этим, со временем. Может быть тайная встреча, гости, временное расставание, разлука, либо наоборот встреча. Если вы были долго в разлуке, вы можете встретиться. Дальше нерешенный вопрос, который решится, хорошее настроение, небольшая ссора и общение с семьей, с детьми. Вот такие события для вас на понедельник. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.